Пустой кабинет, лишь букет цветов на столе с траурной фотографией. Коллеги еще не смогли смириться с трагической гибелью Бадри Агрба и по привычке стучаться в дверь перед тем, как зайти. Бадрий Иванович был невероятным руководителем. Он всегда хотел всем помочь, старался, всегда говорил, чтобы мы всех инвалидов принимали с улыбкой на лице, чтобы мы всегда только в позитивном ключе принимали наших инвалидов, несмотря ни на что. Он был очень мудрый, очень безумно терпеливый человек. На самом деле ним было очень комфортно, очень было с ним легко работать. Бадри Агрба – участник Отечественной войны народа Абхазии. В ходе боевых действий получил тяжелое ранение, в результате чего стал инвалидом второй группы. Награжден орденом Леона. Больно, что такие патриоты, настоящие герои, уходят безвременно. В 1993 году, в марте месяце, когда формировался батальон «Шаратон», мы с ним там познакомились. И с того момента мы были всегда, до сегодняшнего дня, всегда были вместе. В 2011 году, когда вопрос стал о формировании фонда, штат формировался в ассоциации, Сухумской ассоциации. За свое время работы он много что сделал для фонда, для инвалидов войны. Ветераны даже приходили, даже 41-45 год, здесь 1-2 человека приходили, он и им помогал, и детям помогал, и ДЦПшникам помогал. Мне очень больно, что мы потеряли такого друга, товарища. На самом деле это был уникальный человек, который во все успевал и делал. Но если сегодня не получалось, в любом случае завтра он это обязательно сделал бы. Бадри Агрба родился в 1966 году в селе Араду Ачимчирского района. Там же в 1983 году окончил среднюю школу. Выпускник Батумского техникума советской торговли сразу же начинает работать экономистом на Ачимчирской чайфабрике. После Отечественной войны работал в Сухумской ассоциации инвалидов. Затем был начальником контрольно-ревизионного отдела. Последние 5 лет возглавлял Государственный внебюджетный фонд инвалидов Отечественной войны народа Абхазии. В памяти друзей и коллег он остался прекрасным другом и гражданином с большой буквы. Сария Гварацхеля, Роберт Ломия, Абхазское телевидение.